как на телеграм-канале некто редактор, ваш, соответственно, Б. Половский, тоже почитываю. Особенно хотел бы стиль написания. Вот одно из последних. Задолго до непосредства, сразу в голове как будто скрипной России. Тут. Задолго до непосредственного задержания в отношении Тихановского. Ну, почитаешь, и вот хочется только в конце добавить с моих слов. Ну, по-моему, прочитано с моих слов. Записано верно. Это специально вы так, это такое, или просто по-другому не умеете? Тут, наверное, два нюанса. Один нюанс — это то, что все-таки мы все люди из системы. Это, скажем так, я самый молодой, а все остальные с опытом по 20 лет. И, конечно, это какой-то отпечаток есть. Но, поверьте мне, это не самые дуболомы, это очень умные, подготовленные люди. И писать как книжки художественные они тоже очень хорошо умеют. Но тематика выбрана именно такая, потому что в первые порывы, когда канал создавался, мы имеем свои, скажем так, телефонные записные книжки, контакты, и вы сами знаете прекрасно, когда каналы ведете, посмотреть, кто подписан на твой канал, очень легко. И, скажем так, мы увидели, что большая часть подписчиков нашего канала — это именно те самые сотрудники. Мы поняли, что... Действующие. Да, действующие сотрудники, те даже, которые играют и против нас, именно непосредственно байпола, службы УСБ и так далее, КГБ и все остальное. Мы, проанализировав эту информацию, решили, что ну, раз вы нас именно смотрите, это наша целевая аудитория, мы будем воздействовать, писать по вашему языку. По публикации на этой неделе, если уже так взять, то отклики изнутри системы, то есть откуда у них такие ресурсы, как они это делают. Имеется в виду публикация, как я понимаю, где слитая аудиозапись Караева спича? Ну, именно даже вот полностью вся статья, именно процесса расследования. То есть они видят, что и выявляются все связи, все, кто чем занимался, про тот же конвой ГАИ, как дело везли именно Тихановского в Центральный парад. Это один абзац, там одно предложение, кажется, неважная информация. Но у нас так заключенных не этапируют, как это уголовное дело везли под вооруженным конвоем, ГАИ, дежурная часть там с Следственного комитета и еще какая-то машина, я уже точно не помню. День был тяжелый. Откуда у инициативы Байпол столько эксклюзивных видео изнутри системы, из тех камер, которые, собственно, нагрудные, ОМОНовцы? Неужели это сами сотрудники Выносили вместе с собой? Выносят вместе с собой? Ну, это точно не те ОМОНовцы, которые говорили, что я загружу на нехто, это они просто шутили, сами это не выкладывали. Но это именно результат того, что я тоже заявлял уже, что те исполнители, которые людей избивали, это ну, дуболомы, скажем так, грубая сила. А против них сейчас идет те, кого они опозорили, это уже интеллектуальный блок. И большая часть начинает сейчас работать против них интеллектуально. На местах, за местами. Это не только Польша, это и другие страны. Они все объединяются, и бывшие, и нынешние, и те, кто совсем недавно покинул, и кто 15-10 лет назад покинул ряды, они начинают, видя все, что происходило, все это бесчинство, объединяться под одной эгидой и уже противодействовать тому, что происходит. Байпол знает какие-нибудь убийства, имена этих людей? Есть ли какая-то информация? Может быть, нельзя ее раскрывать, но я хочу слышать. Знаете ли вы? Кроме тех, которые были опубликованы, вопрос? Да, вот то, что никто не знает. Есть у вас информация по ОМОНовцам, которые конкретно вот он избивал, он убивал и так далее? Конкретные имена, это конкретно которые еще... есть. Это конкретно кто избивал. У нас есть не про убийства, кроме тех, которые опубликованы. У нас есть информация про попавших без вести, которых до сих пор не нашли. И это не весь список, то есть имеется. Имеется информация за август месяц, точных описаний количества пострадавших на территории города Минска. Там около 60 минно-взрывных ранений. То есть, и если складывать картину из тех видеозаписей, которые на НАО показывались, где гранаты прям в толпу кидались. Эти гранаты по всем инструкциям, когда их, скажем так, производят, не должны применяться как по прямой силе. Это не для поражения, это для оглушения, для, скажем так, чтобы люди потеряли ориентацию, да, и так далее. То есть для запугивания больше. Они именно использовали ее как в отношении живой силы. Точно так же и с Трояковским по выстрелу. Там расстояние правильно 50 метров этих патронов должно быть, а с прямого выстрела оно так же, как и
скажем так, травматическое оружие, если ты в висок сблизи выстрелишь, то ты тоже человека убьешь, без гарантии, наверное, на 99%. То же самое и в этом. И то есть, видя эти видеозаписи, видя и анализируя все повреждения, пулевые ранения, то же самое, врачи же пишут пулевое ранение, они не разбираются, металлическая пуля или резиновая пуля, не потому что они глупые, это не их задача. Они описывают именно телесное повреждение, то есть эта информация имеется. Имеется информация, отдельный список на книге регистрации преступлений, да, он публикуется, но большая часть для санкций европейцы любят, чтобы эта информация не была опубликована, чтобы действительно использовать. Поэтому большая часть информации и конкретные документы там описываются, допустим, каждое дело описывается, но конкретные доказательства, они не показываются. Но они есть по каждому, то есть вот этому опубликованному, скажем так, делу, скажем, материалу, они, эти доказательства имеются. И уже есть совсем закрыта наша своя таблица, где уже ведется более схематично, откуда поступал приказ до самого исполнителя. Все-таки в Новой Беларуси эти дела будут расследованы? На территории Беларуси именно теми органами, которые этим должны заниматься, правильно вопрос понял? Я не скажу, что расследование не велось. То есть оно собиралось, это все имеется. Как только отдастся приказ привлечь и выявить людей, у них намного больше возможностей. Это огромная система, это огромное количество людей. И как подстраховка, я думаю, это расследование, точнее, я знаю, что это расследование было проведено. И, скажем, по каждому случаю, и по тому же Трояковскому я еще работал, я знал, что тогда высказывались о том, что неоднозначная информация о том, что когда еще заявляли, что он сам бросал гранату. То есть мне те, кто занимался, сообщили, что это совсем неправдивая информация о том, что это он бросал гранату, про это уже как бы забыли, но как выставляли власти это. И затем уже всплыли эти видеозаписи. То есть люди уже проводили расследование, видели, что и как произошло, и уже свое мнение делали. Все зафиксировали, я думаю, что даже благодаря части или подобным людям, которые мне эту информацию предоставили, хотя я в группу не входил, что это именно эти видеозаписи конкретно и всплыли. Хотя бы про выстрел мы узнали. То есть там, скажем так, тоже ведется определенного вида работа в плане саботажа и дестабилизации, наверное, в таком плане. Вот Андрей Степа упомянул Новую Беларусь, и тоже вопрос назрел. Вот Народное антикризисное управление позиционирует себя как организация, готовая взять на себя ответственность в переходный период. И можно ли правильно напоминать, что байпол в определенный переходный период тоже может взять на себя роль, так сказать, новых силовых структур вместо, чего скрывать души, хорошенько проиллюстрированных из тех, кто остался? Такой хороший вопрос. Байпол, в принципе, независимая организация, то есть то, что НАУ планирует, это их планы, и то есть они в этом плане очень молодцы. Мы просто сотрудничаем со всеми инициативами, мы пытаемся помочь именно в своем профессиональном направлении. Это одно. Второе, целую всю систему силового блока Байпол в том виде, в котором есть, в принципе, возможно, через полгода сможет перекрыть, но это больше была, может, как новая спецструктура, то есть аналог КГБ больше, то есть, которые будут заниматься именно внутренней безопасностью и, скажем так, конкретными задачами, чтобы построить всю систему и МВД, и Следственного комитета на принципах байпола. Это сложно сейчас рассуждать, больше как выявление тех, кто может прийти на эти места. То есть мы ведем списки не только людей, которые себя запятнали, но мы и ведем параллельный список полностью тех, которые, скажем так, в этой деятельности отказались участвовать. Допустим, если ты, очень сложно говорить, чтобы никого не подставить, но если ты был специалистом в конкретной области, и когда был под условием исполнять приказ или нет, ты отказался, подставился, тебя потом уволили, но ты нигде о себе не заявлял, то мы как бы о тебе все равно знаем. Мы это все анализируем, собираем, составляем списки. То есть мы этот список можем предоставить, сказать, вот эти реально честные. Эти отсиживались в тени, эти, грубо говоря, себя запятнали по таким вот доказательствам. То есть вот она и, скажем так, верификация тех, от кого надо будет, скажем так, избавиться и привлечь к законной ответственности, те, кого можно оставить, и тех, кого можно поставить там на высшие должности, то есть которые действительно поддерживали народ, защищали Конституцию. То есть в таком плане, если касаемо именно меня, а не членов моей инициативы, то
я точно не хотел бы, вернувшись домой, заниматься силовым блоком и вот этой всей деятельностью. Ну, достаточно лет жизни я на это потратил. Сейчас бы хотелось бы просто вернуться домой, победить, и чтобы справедливость, скажем так, восторжествовала, а уже становления найдутся честные люди, вот эти списки именно ведутся, и которые профессионалы своего дела не займут, а я уже в другую область хотел бы уйти. Слушайте, ну Байпол ведет активную деятельность, сливает много эксклюзива. Вот скажите, у вас его много еще там в кармане? Достаточно. Насколько? Ну, заявлялось о терабайтах, пусть пока будет о терабайтах. То есть такая ситуация. Ну, если там терабайты, то мы можем, я думаю, какую-то часть видео показать. Я думаю, какую-то часть возможно показать, но там еще идет анализ, расследование, что к чему можно присоединить. Это одно. Второе, о чем с такой опаской можно заявлять, это самое главное не только информация, а тот, кто ее обрабатывает, и то, что система байпола уже строится не на том, что мы просто будем получать информацию, а о том, что мы сами уже готовы проводить расследование. То есть ты, как, допустим, как следователь ограничен чем был? У тебя не было каких-то баз данных, допустим, то есть это сложно, не было поддержки, не было, скажем так, правового ресурса, кому посоветоваться и так далее. Все вопросы эти уже решены даже с базами данных. На самом деле я как следователь имел доступ к меньшим базам данных, чем имею сейчас, находясь за границей. То есть, ну вот ситуация такая, теперь мы можем сами полностью проводить по каждому, но это надо время, понимаете. У нас сроки расследования на одно уголовное дело 2 месяца, мы вот информацию по Тихановскому сделали вчера за день. 11 часов потратили, но это село там, допустим, определенное количество людей, и мы эту информацию, и то мы показали 10% того, что сделали. Можем ли мы показать что-нибудь от вас нашим зрителям? Вот такой кусочек. Думаю, что сможем, да. Смотрите, друзья. Уже? В случае, если вы с своими родными и близкими решите в новогоднюю ночь по новой. В случае, если вы с своими родными и близкими в новогоднюю ночь решите посетить массовые мероприятия или сходить в гости, не забывайте про безопасность вашего имущества. У меня что-нибудь. Разговориться, давайте поговорим. Да, давайте что-нибудь спросите у меня. Я, честно говоря, вот эти все подготовительные мероприятия, я вчера с одного мероприятия, сегодня на второе, поэтому как-то мыслей в голове не очень много. Нормально все? Да. Сотрудники Лидского РОВД совместно с коллегами ОВД на транспорте установили личность мужчины. Я сошла? Стою на месте? Наступают рождественские и новогодние праздники. Во всех городах Беларуси будут проходить массовые мероприятия, на которых вашу безопасность будут охранять наряды милиции. Будьте внимательны. Выходит, от ответственности не уйдет никто, и мы плавно перемещаемся в позитивное русло. В будущем году все сходятся во мнении, что многое, если не все, изменится. И вот Андрея Остаповича, мы тоже бывшего старшего следователя Следственного комитета Беларуси, Основателя Байпол, основателя инициативы Байпол, тоже вот просим поделиться не впечатлениями, а ожиданиями от будущего года. Что ждет нас? Я думаю, что, скажем так, ввиду своей профессии, хотел бы кратко сказать, у меня есть определенное желание на этот Новый год, и думаю, у большинства белорусов это желание в этом году будет максимально сходиться, поэтому я желаю вам всем, кто его загадает, его исполнения. Я думаю, все. Отлично. Да, спасибо огромное, но все же мы победим. Конечно. Все, спасибо огромное. Спасибо вам, что пригласили.